Если вы планируете проживать в Турции, то можете рассмотреть возможность получения бессрочного типа вида на жительство. Тем более получить его гораздо проще, чем стать гражданином Турции. Бессрочный тип вида на жительство – это такое разрешение на проживание в Турции, которое не нужно продлевать. Каким же условиям должен соответствовать кандидат на получение бессрочного ВНЖ? Во-первых, вы должны находиться в Турции как минимум 8 лет на основании любого другого вида на жительство. Главное, чтобы в истории вашего пребывания на территории Турции не было прецедентов аннулирования ВНЖ, либо его просрочки. И здесь очень важный момент. Те, кто подавал на гражданство, знают, что получить гражданство на основании проживания по туристическому ВНЖ крайне маловероятно. Но для таких резидентов как раз-таки бессрочный ВНЖ может стать хорошей альтернативой. Второе условие. Вы не должны получать никакой социальной помощи от государства как минимум на протяжении 3 последних лет. Третье условие. У вас должна быть действительная медицинская страховка. Четвертое условие. Вы должны иметь возможность доказать регулярный и достаточный доход для проживания на территории Турции. И, наконец, пятое условие. Вы не должны представлять опасности для общественного порядка и не должны представлять угрозы для национальной безопасности. Каковы же отличия бессрочного вида на жительство от турецкого гражданства? Первое и самое главное отличие, что резидент, проживающий по бессрочному виду на жительство, все-таки остается в статусе иностранца, и ему, естественно, недоступны многие привилегии, которые имеет гражданин Турецкой Республики. Он не может использовать свой голос на выборах, не может поступить на государственную службу, не будет служить в армии и так далее. Второе существенное отличие – это то, что гражданство не может быть отменено в силу длительного отсутствия в Турции, чего нельзя сказать о виде на жительство. Даже если речь идет о бессрочном виде на жительство, то он может быть аннулирован, если вы отсутствуете на территории Турции более чем 1 год. Исключение составляют те случаи, когда кандидат-резидент может доказать, что отсутствовал по веской уважительной причине, например, по состоянию здоровья. Третье отличие – гражданство дает, конечно, стабильность. Никто не знает. Возможно, в будущем государство изменит регламент пребывания по долгосрочному ВНЖ или вообще отменит этот тип ВНЖ, поэтому резиденту придется подстраиваться под новые условия. А гражданин, конечно же, останется гражданином всегда. Дальше четвертое отличие вида на жительство от гражданства – это то, что процедура получения бессрочного вида на жительство гораздо быстрее и проще, чем процедура получения гражданства. Процедура получения бессрочного вида на жительство сравнима с процедурой получения обычного вида на жительство, то есть через миграционную службу подается заявление, и кандидат ждет ответа на свою заявку. Происходит все гораздо быстрее, нежели с гражданством. И последнее отличие. Требования к кандидату на бессрочный вид на жительство гораздо менее строгие, чем требования к кандидату на гражданство. В одном из следующих видео мы обязательно поговорим с вами об общих требованиях к кандидату на гражданство. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить важную информацию. Самое главное – понимать, что если вы получили бессрочный вид на жительство, это не значит, что вы не сможете получить теперь гражданство. То есть я не имею в виду, что вам нужно будет выбирать или то, или другое. Впоследствии, если вы убедитесь, что вы отвечаете всем тем условиям, которые предъявляет государство к кандидату на гражданство, вы сможете подать на гражданство, даже если вы уже получили бессрочный ВНЖ. Я надеюсь, что это видео было вам полезным.
Подписывайтесь на наш канал, делитесь им с друзьями и до встречи в следующих роликах.